Американские власти заявляют, что соглашение с Ираном по ядерной тематике не означает нормализации отношений между странами и что дальнейшие контакты с Тегераном будут ограниченными. Об этом сообщил в частности сам президент Обама. При этом в следующие несколько недель представителям администрации придется провести немало времени на Капитолийском холме в попытках убедить Конгресс, что другой возможности заключить сделку с Ираном могло не быть. Сделки с Ираном. Когда президент Обама вышел к журналистам, он был настроен обороняться и отражать нападки со всех сторон из-за соглашения с Ираном, которое он называет историческим. С помощью соглашения мы можем мирно решить вопрос большой угрозы в сфере региональной и международной безопасности. Без этого соглашения мы рискуем получить еще больше войн на Ближнем Востоке. Соглашение направлено на ограничение иранской ядерной программы и отрезает Ирану пути к созданию ядерного оружия. Однако критики заявляют, что ограничение программы недостаточно для того, чтобы в итоге помешать Ирану создать атомную бомбу. Это лишь приостановит Иран в стремлении обладать ядерным оружием, при том, что изначальным намерением было не дать им такой возможности. Теперь это просто вопрос времени. В оппозиции оказались и некоторые члены Демократической партии. Кроме того, нелегкие вопросы задают журналисты. Обама резко отреагировал на слова корреспондента, который спросил, доволен ли он тем, с какой помпой подается соглашение, при том, что Иран по-прежнему удерживает в качестве заключенных 4 американцев. Замечание о том, что я доволен и ликую в то время, когда американские граждане томятся в иранских тюрьмах, мейджор, это чепуха, и вы должны это понимать. Обама заявляет, что Иран, несомненно, и дальше будет вызовом для США, но надеется убедить американцев в том, что это соглашение лучше, чем никакого соглашения вообще.